Toute la foule est animée. Баскетёры. Allez les high-five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, le joueur déterminé. Basket, êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique, et on a peur de personne. Sous le panier, sur le parquet, prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Баскетёры. Эгегей! Кто-нибудь! Ау! Отзовитесь! Как я рада вас видеть! Мне кажется, я заблудилась. Страшный сон? Да, надеюсь, что так. Но у меня дурное предчувствие. Лесные волки. Друзья и враги. Уже недалеко. До резервации осталось полчаса. Что скажете? Сама нарисовала. Ух ты, круто! Это мне? Эй, размечтался. Это для лесных волков. Подарок за то, что они помогли нам в прошлом году. Гениальная идея! Усыпить бдительность противника подарком и нанести поражение! Отличная стратегия! Это обычный подарок, без всяких задних мыслей. Волки — наши друзья. Они противники, а не друзья! Можно дружить за пределами площадки и быть противниками по игре. Друзья или враги, это не важно. Мы не можем позволить себе проиграть этот матч, верно, Стелла? Земля вызывает Стеллу! Ты на площадке будешь сопеть? Ты что, плохо спала? Ей снились кошмары о лесных волках. Да пустяки. Представляете, за ней всю ночь Что, гонялись подаришь мне? тотемные животные. Вот видишь, я был прав. Я же говорил, надо быть начеку. Они нам не друзья. Привет! Добро пожаловать в священный лес. Мы всегда рады побывать у вас, вождь Кона. Давно не виделись. Здесь повсюду мистика и волшебство. Это правда, таков наш дом. Но я сочувствую вам, друзья. Проделать столь долгий путь лишь для того, чтобы проиграть нам. Кто так встречает гостей? Что за шутки? О, вот и мои чемпионы. Цветок. Криста. Тала. Марса. Бобби. Цветок, Марсу. Да чего же я рада вас видеть. Здравствуй. Я привезла подарки. Та-дам! Ну как вам? Нет, нам они не нужны. Ну я же... Можешь их забрать. Не брать подарков. Им нечего нам сказать. Мы ждем вас на площадке. Что я такого сказала? Не бери в голову, пройдет. Очень красиво, Мия. Ты сама сделала рисунок?
Да, сама. Посмотри. Я вспомнила и нарисовала все ваши тотемы. Это здорово. Мы не... Болтать будем потом. Думаю, вам не мешает разогреться. А! Ха! Ха! Эй, Фол! Молодец, Мия! Я открыта! Ты не ушиблась? Ну ладно, они мне заплатят. Что это было? Слишком приятно. И очень опасно. Просто жуть. И что же это за новый стиль? Это стиль победителей. Расслабьтесь, мы только разогреваемся. Вы немного испугались, да? Ну да ладно, баскетерам нужен отдых. Хороший отдых. Удачи! Наслаждайтесь священным лесом. Видели, как они играют? Это нечестно. К тому же грубо. Мы должны пожаловаться в Лигу. Успокойтесь, без паники. Я знаю, что вы чувствуете, я видел, как они действуют. Если они будут так играть, у нас нет шансов выиграть. Это нечестно, игру надо отменять. Я согласен с Мия. Я тоже. Тихо, не будем спешить. Вы забываете, что волки наши друзья. Друзья не возвращают подарки. Я знаю, они хотят вывести нас из себя, и успешно. Цветок и Марса были рассержены в точности, как их тотемы в моем сне. И что же это значит? Есть только один способ узнать. Поговорить на чистоту. Согласен, Руди? Ладно. О! Отличный прыжок, Цветок. Если вы пришли тренироваться, то вам придется подождать. Мы хотели поговорить. О чем? Почему вы такие... Какие мы? такие... Агрессивные. Значит, мы агрессивные? Еще какие? Чего еще ждать от этих неженок-баскетеров? Куда это он? Тебе помочь? Ты что-то потерял? Прости, я не хотела тебя пугать. Ты не должна быть здесь. Но я уже здесь и никуда не уйду, пока ты не объяснишь, что происходит. Я тут кое-что искал. То, что может объяснить... Почему твои товарищи ведут себя так грубо? Да, ты угадала. И почему же ты надеешься найти ответ в лесу? Знаешь, 2 недели назад я видел, как вождь привел сюда 2 человек из горнодобывающей компании.
Его что-то беспокоило. Но те двое заставили его подписать какой-то документ. После этого Цветок и остальные стали вести себя странно. Думаешь, здесь есть связь? Я не знаю, но я хочу, чтобы мои товарищи стали прежними. Знаешь, у баскетёров есть поговорка. Какая? Действуй сообща. Итак, с чего начнем? Ну вот, я потерял их след. Теперь нам не узнать, куда они пошли. А эта странная черная жидкость ничего не проясняет? Что это, по-твоему? И откуда она взялась? Я не знаю. Есть только один способ выяснить. Пойти по следам. Ты права. Что это? Дверь? Странно. Я точно знаю, что месяц назад ее здесь не было. Горнодобывающая компания Шейл-Рок. Должно быть, Конор что-то об этом знал. Интересно, что там за ней? А? Посмотрим. Милости просим. Ха-ха, спасибо. О, ну и запах. А? Ход ведет туда. Теперь понятно. Эта жидкость загрязняет лес и воздействует на наших духов животных, высвобождает их теневую сущность. Теневую сущность? О чем ты? В каждом из нас есть светлая и темная сторона. Иногда побеждает теневая сущность, особенно когда ты злишься. И все это из-за загрязнений? Именно. А почему с тобой этого не случилось? Я несколько дней не был в лесу. Или твой орел летает высоко и все видит? Может быть и так. Он видел слишком много. Что ты делаешь? Выпусти нас! Ладно, выпущу после игры. Сейчас же выпусти нас! Открой дверь! Куда делась Стелла? Зная мою сестренку, предполагаю, что она пошла искать Бобби. На помощь! Слышит нас кто-нибудь? Выпустите нас, кто-нибудь! Помогите, пожалуйста! Нам никогда не Пожалуйста, открыть эту дверь! кто-нибудь! Как нам отсюда выбраться? Все будет хорошо, обещаю. Что ты можешь сделать? Я могу... Твои волосы. Что такое? Пошевелись. Это означает, что откуда-то просачивается струя воздуха. Не отставай. Подожди! А? Я, пожалуй, останусь. Действовать сообща, как ты говорила. Лучше бы я помалкивала. Ладно, пошли. Пора начинать. Вы готовы? У нас проблема, вождь. Один игрок пропал. И у нас одного не хватает. Вы не волнуетесь? Я нет. Я видел, как Стелла и Бобби направлялись к Орлиному водопаду. Должно быть, просто забыли о времени. Что я говорил? Предлагаю устроить матч 4 на 4. Все будет честно. Как вы любите. Ладно, мы согласны. Будем надеяться, ребята скоро вернутся. А ты уверен, что мы с тобой сможем протиснуться в это отверстие? К сожалению, нет. Возможно, там маленькая дыра или вообще тупик. Спасибо, успокоил. Ну вот, батарейка садится. И еще хорошие новости есть? У нас тоже есть тотемные животные. Эй! Это нечестно! Стелла, ты нас подводишь. Я открыта! Не пройдешь!
Тайм-аут. Я беспокоюсь за Стеллу, пойду искать ее, а ваша задача — отвлечь Кона. А мы можем дать им сдачи? Нет, ни в коем случае не опускайтесь до их уровня, вы должны играть честно. Все хорошо! Продолжайте в том же духе! Нет, мы больше этого не потерпим! Тони сказал... Неважно, Тони здесь нет! Стелла! Бобби! Слышите? Стелла! А? Стелла! Бобби, вы внутри? А? Орел? Тотемное животное Бобби. Он показывает мне дорогу. Поскорей бы нам найти выход. Батарейки хватит на несколько минут. Что это было? Летучие мыши, не бойся, они безобидны. Всего-то 1000 летучих мышей. Спокойно, расслабься, дыши. Вдох. Стелла! О, нет. Ничего не сломала? Нет, спасибо, Бобби. Только испугалась сильно. О. Смотри, Там выход. вижу небо и облака. Осталось придумать, как туда забраться. А это кто? Не бойся, это орел. Никому не нужна помощь. Тони? Как я рада тебя видеть. Вы не ранены? Нет, мы целы. Только не знаем, как выбраться наружу. Не беда, я сейчас. Воспользуйтесь лифтом. Да, вперед. Только после вас. Нет, я настаиваю. Вы намерены закончить с этим сегодня или нет? Если мы не изменим свой стиль игры, нам не выиграть! Я стараюсь как могу. Да, мы тоже, но это не игра. Скорее побоище. Может, я могу помочь? Стелла, это ты! Где ты бродишь? Ты как раз вовремя. Ха! Ты так сильно по мне скучал? Ну, знаешь, без тебя игра не игра. Вы должны размазать их! Продолжайте давить на Руди, мальчишка вот-вот сломается! О! Есть разговор, Кона. Пойдем. Как вы могли запереть Бобби и Стеллу в этой пещере? Вы с ума сошли? Это было наказание за любопытство. Что бы ни было в этих бочках, оно загрязняет священный лес. Эта жидкость совершенно безобидна. Кто так сказал? Горнодобывающая компания? Это несерьезно. Бобби считает, что ваши животные духи разгневаны. Вот откуда эта враждебность. Бобби лишь ребенок, он ничего не знает. Вы сбились с верного пути, вождь. Пусть игра определит, кто из нас на верном пути, а кто с него сбился. Хорошо, Кона, мы продолжим. Мы доведем игру до конца, и мы будем играть честно. Ты видел наш счет, Тони? Мы проиграем, если не будем отвечать им жестко! Пусть так. Сейчас куда важнее, чтобы мы смогли указать волкам и Кона верный путь. За дело! Это большая ошибка, Тони. Играем! Спасибо, Лео. Ой. Осталось пара минут. Сейчас или никогда! Но мы же не должны. Если мы хотим выиграть, то выиграем! Делайте, как я! Нет, Руди, прошу, не делай этого! Не поддавайся, Руди, сражайся.
Нет, Руди, не поддавайся духам леса, не становись как они. Ты сошел с ума? Радуешься за чужую команду? Они играют честно. Что с вами случилось? Вы будто дикие звери. Необузданные, злые. Вы должны вспомнить о духе леса и баскетбола. Вот теперь играйте, баскетеры! Да! Ну вот, это был последний удар барабана. Контракт расторгнут, а я больше не смогу быть вашим вождем. Что Ты не можешь нас бросить! Я подвел вас. Как я мог забыть о том, что, загрязнив природу, запачкаю вместе с ней наш дух? Кона, А? когда человек признает свою ошибку, он становится сильнее. Лесные волки не должны потерять своего вождя. Мы просим тебя, вождь Кона. Ладно, я подумаю. Если уж говорить об ошибках, Мия, что если мы все-таки возьмем твои футболки? Так и быть. Вам в подарочной упаковке, верно? Переведено и озвучено компанией SDI Media Россия по заказу телеканала «Гули» в 2014 году.